урок. Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ирина Николаевна, и сегодня проведу я у вас урок математики. С добрым утром начат день, первым делом гоним лень. На уроке не зевать, и работать, и считать. Начнем урок с устного счета. Решите примеры. Проверяем. 4, 48, 48, 8, 48, 72. Арифметические ребусы нужно вставить в окошечке пропущенные числа, чтобы равенства были верные. Проверяем. 0, 4, 0. 0, 5, 0. 0, 2, 0. Молодцы! Продолжаем работать. Посмотрите на экран. Что изменилось? В первом примере изменились множители. В произведении добавились нули. Ребята, тема нашего урока – письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Сегодня на уроке узнаем письменный прием умножения двух чисел, оканчивающихся нулями. Научимся самостоятельно умножать числа, которые оканчиваются нулями. Сможем применить знания данного урока в жизни. А сейчас мы рассмотрим письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Узнаем, как правильно умножать подобные числа в столбик, как можно использовать правило умножения числа на произведение чисел для облегчения умножения. Решим несколько примеров обеими способами. Пример 1. Рассмотрим выражение 134 умножить на 20. Воспользуемся правилом умножения числа на произведение чисел. Для этого заменим число 20 на произведение чисел 2 и 10 и получим 134 умножить на произведение 2 и 10. Удобно сначала умножить 134 на первый множитель, а затем получившийся результат умножить на второй множитель, ведь второй множитель – круглое число. 134 умножаем на 2, 268, и умножить на 10 – 2680. Умножение данного выражения можно записать столбиком. Для этого число 20 запишем таким образом, чтобы цифра 2 оказалась под единицами первого множителя. Число 20 – это 2 умноженное на 10. Умножим сначала число 134 на 2, не обращая внимания на 0.
4 единицы умножим на 2. 8 единиц. 3 десятка умножим на 2. 6 десятков. И 1 сотня умножить на 2. 2 сотни. Получаем результат 268. Умножим его теперь на второй множитель 10 и получим ответ 2680. Рассмотрим выражение. 316 умножить на 400. Воспользуемся правилом умножения числа на произведение чисел. Для этого заменим число 400 произведением чисел 4 и 100. При умножении числа на произведение чисел можно умножить сначала число на первый множитель, а затем получившийся результат умножить на второй множитель. Ответ 126 400. При записи вычислений в столбик запишем число 400 так, чтобы цифра 4 была под цифрами единиц первого множителя. Умножим 316 на 4, не обращая внимания на нули. 6 умножить на 4 – 24, 4 записываем. 2 десятка запоминаем. Далее 1 умножить на 4 – 4. И еще 2 запомнили, записываем 6. И сотни. 3 умножить на 4 равно 12. Теперь умножим результат на второй множитель 100. Для этого достаточно приписать 2 нуля. Ответ 126 400. Рассмотрим третий пример. Частный случай умножения, когда оба множителя заканчиваются нулями. 530 умножить на 300. 530 – это 53 десятка. Заменим число 300 на произведение чисел 3 и 100. Умножим 53 десятка на первый множитель 3. А затем получившийся результат умножим на второй множитель 100. Получим 53 десятка. Ответ 159 тысяч. При записи умножения в столбик запишем число 300 таким способом, чтобы цифра 3 оказалась под цифрой десятков первого множителя. Умножим 53 на 3, не обращая внимания на нули. 3 × 3 – 9.
это единицы. 5 умножить на 3 – 15, это десятки. То есть 53 десятка умножили на 3 и получили 159 десятков. Теперь умножим на второй множитель 100. Для этого припишем 2 нуля. Получили 15 900. Перенесем 1 ноль. Получим 159 тысяч. Ответ 159 тысяч. Ребята, давайте составим алгоритм записи и решения двух чисел, оканчивающихся нулями. Чтобы перемножить числа, оканчивающиеся нулями, надо перемножить числа, не обращая внимания на нули в конце. В полученном произведении приписать справа столько нулей, сколько их на конце обоих множителей вместе. А сейчас решите самостоятельно. Проверяем. 530 умножить на 300. Произведение равно 159 тысячам. Второй пример. 1270 умножить на 90. Равно 114 300. Давайте с вами прочитаем задачу. От двух пристаней отправились навстречу друг другу два теплохода. Один из них шел до встречи 4 часа со скоростью 36 км в час. Другой теплоход прошел до встречи третью часть пути, пройденного первым. Какое расстояние прошел теплоход до места встречи? Посмотрите на схематический чертеж к задаче. О чем эта задача? В задаче нам известно время, скорость одного теплохода, направление движения. Теплоходы двигались навстречу друг другу, вышли одновременно. Нам известно, что первый теплоход шел до встречи 4 часа со скоростью 36 километров. А второй теплоход прошел до встречи третью часть пути, пройденного первым. Так как теплоходы вышли одновременно навстречу друг другу, время до встречи у них будет одинаковое. Теперь давайте занесем данные в таблицу. Вопрос задачи. Какое расстояние прошел второй теплоход до места встречи?
Что нужно сделать, чтобы узнать расстояние? Узнать скорость и время, но мы этого не знаем. Но знаем, что он прошел третью часть пути, пройденного первым. Следовательно, нужно найти расстояние первого теплохода. Чтобы знать расстояние, надо скорость умножить на время. Запишем первое действие. 144 километра прошел первый теплоход. Второе действие. 48 километров прошел второй теплоход. Не забудьте записать ответ. 48 километров прошел второй теплоход. Молодцы, справились с заданием. Время нашего урока заканчивается. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке узнали письменный прием умножения двух чисел, оканчивающихся нулями. Научились самостоятельно умножать числа, которые оканчиваются нулями. И теперь можем применить знания данного урока в жизни. Подошел к концу урок, прозвенит сейчас звонок. Вам, девчонки и мальчишки, всем спасибо за урок. До свидания, до новых встреч!